В Советском районном суде возобновили процесс по делу о поджогах автомобиля. Потерпевшая заявляет, ее машину и дом поджигали уже 3 раза. До этого закончилось все тем, что предполагаемые исполнители возместили ущерб пострадавшей стороне. Однако такая сумма их не устроила. Из зала суда Алия Хайрудинова. Сидеть будешь, я обжалую, как отвечать. Я тебя в обрез возьму. Если бы мира был маслом, я тебя посажу. Еще до судебного процесса потерпевшая не могла сдержать эмоции. Она считает, что обвиняемые 2 раза поджигали ее дом, а на 3-й раз подожгли автомобиль. Поджигали нас 3 раза. 2 поджога не раскрыты. По 3-му поджогу автомобиля раскрыли, пойманы 2 преступника. На видео, представленном суду в качестве доказательств, есть все эпизоды. На нем видно, как 2 мужчин в масках сначала камнями разбивают окно, а потом кидают туда горящую бутылку, но неудачно. Помимо этого было еще 2 поджога. Сторона потерпевших возмущена тем, что на скамье подсудимых лишь исполнители преступления, и тем, что отвечать им пришлось лишь по последнему эпизоду. Но больше всего потерпевших возмущает то, что заказчики преступления до сих пор на свободе, хотя пострадавшая сторона уверяет, что знает, кто это сделал. Мы являемся соседями, то есть наш дом находится напротив его дома, и ему было выгодно заставить моего брата, который сам на себя оформил ИП и работает в шиномонтажной мастерской, заставить моего брата работать именно на него. Чем он занимается? Ну, судя по его досье, которое уже известно мне, да, он занимался, так скажем, в кавычках, раздеванием автомашин, которые они перетаскивали из Беларуси. Впрочем, следствие причастности этих людей к преступлению доказать не смогло. На судебном заседании пострадавшая попросила суд избрать подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Аргументировала тем, что 3 дня назад ей звонил незнакомый номер и угрожал расправой. Сейчас они под подпиской о невыезде. Не знаю, что сказать. Я звонил 1-единственный раз. Нет. Ничего я не... Вот здесь телефон. Вы по голосу определяете, кто? Ну, конечно, он вообще, если вы не заметите, он говорит, есть телефон. Да у них материалы дела вещественных доказательств 40 симок лежат. 40! Не 4, а 40! Суд, выслушав участников процесса, считает необходимым в удовлетворении ходатайства отказать. Определение, пожалуйста, мне, я буду его обжаловать. Потерпевшие и подозреваемые уже встречались в суде, после чего последние выплатили компенсацию за моральный ущерб. Пострадавшую сторону это не устроило. Когда был собран деньги за моральный ущерб, только тогда мы возместили его. Вы возместили? Да, никаких больше звонков не было. Я клянусь своим здоровьем, что я не угрожал потерпевшей. Это было год назад. Потерпевшая утверждала, что сумма, выплаченная обвиняемыми, слишком мала. В деле объявлен перерыв. Алия Хайрудинова, Ленар Гинатуллин, Константин Бушуев. Вызов 112.